Для встречи с нашими сегодняшними героями мы отправимся в поселок Чульман Нерюнгринского района и побываем с вами в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Вектор». Здесь воспитателем работает Наталья Владимировна Сидорова. Пришла наша героиня в Центр 4 года назад, проработав до этого 11 лет в детском саду. Поэтому и доверили Наталье Владимировне маленьких воспитанников Центра, требующих особого внимания. В группе 8 детей, и, приходя через день на смену, Наталья Владимировна становится для всех них мамой. 4 года назад мы показали 12-летнего Алексея. Ты знаешь, зачем я тебя снимаю? Да. А зачем? Чтобы найти семью. А ты бы хотел найти семью? Да. А какую семью бы ты хотел найти? Ну, чтобы мама с папой были добрые, не пили, не курили, чтобы не ссорились. И мечта Алексея исполнилась. Приходя на работу в Центр, Наталья Владимировна разговаривала с Алешей, присматривалась к нему и в марте этого года оформила опеку, приняв мальчика в свою семью. У меня 3 дочери. Старшей 28, средней 22, маленькой 20. У них у всех уже свои семьи. У меня 4 внука и 1 внучка. Когда я пришла сюда на работу, Леша был самый маленький у меня в группе. У нас было 8 детей. Все мальчишки были уже 15-16 лет, он был самый маленький, 12 лет. И вот как-то мы с ним так подружились. И изначально вот у меня появилась мысль, что надо его забрать. Просто я ее долго вынашивала, эту мысль. И потом все-таки решила попробовать взять его на патронат. То есть началось вообще наше все общение с гостевого патроната. Мы оформили гостевой патронат, я забрала его на новогодние праздники, потом брала в феврале, и когда уже забрала в марте, мы решили, что мы попробуем на более длительный срок, и оставили его у нас на месяц. А потом мы решили, что надо его забрать. Один раз он уходил от нас и говорит: мне вообще неохота туда возвращаться. Я говорю: ты бы остался насовсем, да? Ну давай попробуем. И все, пока он жил у меня месяц, мы оформили опеку. Вот каким Алеша был, когда к вам пришел, и каким стал? Ну, наверное, главное, что в нем изменилось, он стал больше смеяться. То есть, когда он жил здесь, я же работала с ним же, это был такой вот серьезный ворчун, который постоянно ворчал, и его что ни спроси, он хмурился, и он мало смеялся вообще. Сейчас он такой стал у нас, очень жизнерадостный. Вот существует такая фраза, говорят, что сердце оттаивает. Вот я никогда не понимала этого. Вот глядя на Лешу, вот сейчас он как бы оттаял. Какой бы он ни был подросток, я понимала, что он сложный по характеру, потому что я до этого работала с ним 3 года. У него непростой характер. Но вот когда он стал жить у нас, он стал совсем другой. То есть вот такие дети более старшего возраста, я думаю, что им нужна все-таки семья. Сейчас в нашей семье он самый маленький, получается, из моих детей. И он этим пользуется, что он у нас самый маленький, мы его балуем. И мне дочери всегда говорят: мам, ты нас так не воспитывала, ты нас очень строго держала, ты ему позволяешь вот то, что нам никогда не позволяла. Но я говорю, в общем-то, вы жили с рождения, вас баловали, а его-то никто не баловал целых 15 лет. Поэтому сейчас вот он у нас такой маленький. И он, кстати, чувствует это, что он маленький. Он стал вести себя по-другому, не так, как в детском доме. Он стал опять маленьким ребенком. Здесь он был такой серьезный мужичок, а сейчас дома он стал опять ребенком. Он часто хохочет, он часто нам что-то рассказывает. И вообще мои дети сказали: это, мам, хорошо, что мы его забрали, нам стало с ним веселее. Алексей во всем помогает Наталье Владимировне. Я готовлю, когда Наталья Владимировна на работе, а ее дочка с ребенком сидит. Убираюсь дома, мусор выкидываю, с собакой гуляю. У него есть свои обязанности. Когда он пришел к нам в семью, мы сказали, что вот твоя обязанность – это собака, это его друг и подруга, которая очень прям любит его. Он ее выгуливает, кормит, купает. То есть целиком все заботы по собачке сейчас на Леше. И вообще он по дому делает все. Ну вот что говоришь, он делает все. То, что он, как бы сказать, он многого не понимает, когда дети живут здесь, они не понимают тех обязанностей, которые дети
должны делать дома. Вот сейчас у нас Алексей к этому привыкает, и вот ему доставляет это удовольствие. Он у нас помощник, он у нас постоянно помогает дедушке. У моих родителей частный дом. И если там что-то нужно, он постоянно вот зовет Лешу, Леша ходит, помогает. А семья приняла его хорошо, дедушка с бабушкой тоже приняли его хорошо. Он их так и называет дедушка-бабушка. У него появились дедушка с бабушкой. Конечно, взять подростка – очень ответственный шаг. Однако своим примером Наталья Владимировна показывает, что и большие дети успешно адаптируются. Алеша поступил в Южно-Якутский колледж и учится на специалиста электроснабжения. Еще один мальчик, которого мы снимали в центре 4 года назад, 14-летний Вениамин, очень хотел обрести семью. В этот наш приезд в Нерюнгри мы вновь встретились с Вениамином в центре. Сейчас ему 18. Юноша учится в Южно-Якутском колледже, и Наталья Владимировна помогает ему и сопровождает Вениамина в его самостоятельной жизни. Люблю сейчас заниматься, помогать Наталье Владимировне, своему любимому воспитателю, в помощи. Я всегда ей пригожусь. Что она не попросит, я все сделаю. Наталья Владимировна 5-й год является воспитателем Вениамина, поддерживая его, помогая в учебе и решении социально-бытовых вопросов. Ты чего хочешь добиться? Чего хочешь достичь? У меня иногда я хотел вообще стать кондитером. Вообще я смотрел прям шоу Рената Агзамова и хотел прям стать этим кондитером. Ну, получилось так, что я поступил на СЖД. СЖД переводится строительство железных дорог. И мне пока это нравится. Мы уверены, что все планы Вениамина, так же, как и Алексея, обязательно осуществятся, ведь в этом им помогает наша героиня Наталья Владимировна. В центрах помощи детям много подростков. Можно стать для них наставником и сопровождать, поддерживая на пути в их самостоятельную жизнь. Мы надеемся, что наш сюжет станет хорошим примером того, что дети-подростки, обретя наставника, получают возможность для успешной адаптации самостоятельной жизни после выпуска из центра. В каждом районе ведется большая работа по сопровождению приемных семей. На текущий момент Нерюнгринской районной администрации ведется полное сопровождение приемных семей, то есть это оказание консультации, то есть делятся информацией с приемными родителями, да, потому что все мы прекрасно понимаем, чем опекунство отличается от приемных семей, то есть приемные родители, они получают, так скажем, дотацию, да, не только на содержание, но и за воспитание детей, то есть это важный момент в жизни ребенка и в жизни формирования и адаптации детей в приемных семьях, то есть это консультативные услуги, да, по установлению детско-родительских отношений, это в том числе оказание, так скажем, не материальной помощи, да, то есть оказание содействия при приеме в школу или детский садик, работа с медицинскими учреждениями, то есть, так скажем, полное опекунство приемных семей в хорошем смысле этого слова, то есть специалистами районной администрации в этом отношении ведется работа очень четко и слаженно. Все такие семьи, их у нас на территории района 13, так скажем, на карандаше, и то есть, в хорошем смысле этого слова, я имею в виду сотрудниками районной администрации работа ведется, и в таком плане оказывается содействие и помощь. О семьях, которые у вас находятся в социально опасном положении, какая работа ведется? Да, не будем скрывать тот факт, что на территории района существуют семьи, да, находящиеся в социально опасном положении, и с ними также совместно органами опеки, органами системы профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних также ведется работа по патронированию, в хорошем смысле этого слова, этих семей, им оказывается помощь. То есть где-то, конечно, существуют моменты, эти люди охотно идут на контакт, где-то ввиду, так скажем, обостренной кризисной ситуации, они где-то немного замыкаются в себе, но тогда приходится подключать и психологов, чтобы они оказывали содействие. То есть, все, что можно, даже то, что невозможно, мы делаем.
Познакомьтесь, сестры и брат. Кириллу 12 лет, Сардане 9 и младшей Марианне 7. Я рисую и еще играю на улице. И еще я в зале там стрельбу занимаюсь. И еще 2 мои младших сестры я защищаю и еще ухаживаю. Дети с удовольствием играют втроем в настольные игры. Сестренки являются заводилами, проявляя лидерские качества. Они веселые и позитивные. Я люблю рисовать и петь, танцевать. Я учусь в 3 классе. Я люблю рисовать, танцевать, петь. Я хожу в кружок сылык. Это кружок рукоделия. Здесь Сардана и Марианна учатся шить, вышивать, плести конский волос, делать поделки из бисера. И у них уже есть первые изделия, сделанные своими руками. Они смышленые девочки и быстро усваивают то, чему их учат. Когда я вырасту, я буду стюардессой, А кем ты мечтаешь стать? певицей. Үрің әнне хүрмәтші, сибәккеге алырда. Шәкәтөккә дебети, меген күтә үрмәтші. Үрмәтші, үрмәтші, сибәкиттен сбәккеге. Үрмәтші. А еще Сардана и Марианна учатся играть на музыкальных инструментах. Кирилл, Сардана и Марианна хотят обрести семью.